Привет, друзьям рок-н-ролла! Мы сегодня в гостях у человека, которого я, честно говоря, не знаю даже как назвать. Это мастер с большой буквы, гитарист, ветеран белорусского рок-н-ролльного движения Владимир Петрович Угольник. Честно говоря, я очень мало знаю о Владимире. Знаю, что играл в 70-х годах в белорусских группах самодеятельных, потом легендарные «Верасы», «Верасы». Дальше «Покрытым мраком». Сегодня мы это выясним, чем занимался дальше Владимир Петрович. Ну и в настоящее время он преподаватель, завкафедрой Белорусского университета культуры. Вот, собственно, и все, что я знаю. Давайте, друзья, знакомиться ближе с этим замечательным гитаристом и человеком. И Алана Стар, такая красненькая, небольшая, ну, похожа Чешская, на Фендер, да, немножко на Фендер она похожа. Вот. Ну, она не начинала играть еще на веранде 5-го стройтреста. Мы играли танцы. Это 1968. 68 год. Да. Знаменитые танцы на кирпичах, по-моему. Нет, сначала были танцы на 5-м тресте, там веранда была большая. Угу. Вот там 2-2,5 тысячи людей набивалось на танцы. 68 год, насколько я помню, настоящая электрогитара в Минске довольно-таки редкой была штукой. Редко еще, когда я помню, у меня вторую гитару вот свою, Алана Торнадо, была такая, очень красивая, у меня красного цвета, то я специально без чехла иногда по проспекту, так чтобы пофорсить через плечо. Я так проносил, и за мной толпа хиппи шла, смотрели, что вот гитара электрическая. У вас длинный волос был тогда? Да, длинный волос был. Что являлось большим восторгом в музучилище, вызывало восторг у педагогов. Вы тогда уже учились в училище, да? Да, я вот как раз в 1968 году поступил в музыкальное училище. По классу гитары? Нет, я как скрипач. Так вы скрипач по образованию? Альтист, ну, струнник. А гитара как? А гитара, специальное образование есть? Вот уже закончил в свое время университет культуры по гитаре. Скажи, пожалуйста, есть ли у Володи какая-то своя особенная фишка вот, гитариста Владимира Угольника? И в чем она заключается? Всю жизнь была, честно говоря. Вот, я не знаю, вот, по-моему, это еще... ну вот, мы вот где-то примерно, когда подрастали, вот Володя уже такой был, в «Пани-братьях» играл. Как бы, ну, вернее, как бы мы вроде ровесники с ним, но он как-то очень рано прорвался, что называется, уже на такой уровень серьезный. И вот у него были системы, так сказать, некоторые игровые, которые... Ну, вот, мы называем технику легато игры. Она у него так в совершенном виде. Фирменные приемы. Конечно. То, что Володя занимается профессионально педагогикой и учит, так сказать, наших балбесов правильно играть на гитаре, это вот, пожалуй, наиболее реальный вклад в то, чтобы наши люди немножко научились думать. Потому что люди, правильно умеющие играть на гитаре, это... Я просто знаю, какой это большой кровью дается, какими годы нужно для того, чтобы чему-то научиться. И вот то, что Володя занялся этим неблагодарным трудом. Вот я бы, например... Случайно пригласил тебя. Начнем с того, что в этом году ты поступил в университет культуры и будешь заниматься по классу гитары. Преподавать будет Владимир Петрович Угольник. Ты как бы вот целенаправленно сюда шел? С Владимиром Петровичем
Угольником. Мы знакомы сравнительно недавно, и что мне очень понравилось, он весьма обаятельный человек. В общем-то, он меня уговорил поступить в этот университет. Я вот поступил, вот у меня сейчас установочная сессия, я весьма удивлен тем, что очень интересные предметы тут. На самом деле, когда шел на сессию, думал, ну, сейчас начнутся лекции, там, сидеть, что-то там писать. А на самом деле предметы очень интересные, вот так как этнография, там, народный фольклор, мифология. А вот мнение меня интересует твое как гитариста о музыке, которую делает и исполняет Владимир Петрович. Какие-то особенности находишь в этой музыке? Это уже состоявшийся гитарист, мэтр гитары. Вот. И я лично снимаю перед ним шляпу и горячо пожимаю ему руку. Встретились с вами сегодня, 4 августа. Правильно? Сегодня 4, да? Ровно через 2 недели концерт у вас. Но я обратил внимание, как на афише подается эта информация. А. Лучший гитарист России Никита Зайцев. Б. Лучший гитарист Белоруссии Владимир Угольник. Кто определяет вообще вот это? Кто раздает такие звания? Вы совершенно правы насчет того, что этого измерить невозможно ни сантиметрами, ни килограммами. Ну, килограммами я, конечно, самый лучший тогда, если в килограммах измерять, да, тут я согласен. Но я думаю, что бесспорно все-таки одно, что самая величайшая группа, рок-группа всех времен и народов, это все-таки Битлз. У вас очень такой симпатичный галстук. Ну, это раритет. Вот, я, честно говоря, просто поражен и удивлен. Мне кажется, это очень редкая вещь, она стоит, наверное, бешеные деньги. Вот расскажите, как попала к вам на грудь вот эта вот вещь, экзотика? Ну, это благодаря одному моему приятелю, он кинорежиссер, был в Канаде. Да. И там тоже какой-то канадский кинорежиссер хвастался, что ему Пол Маккартни подарил этот галстук. Тогда мой друг, наш белорусский кинорежиссер, с него, так сказать, почти что снял и сказал, что есть у него там музыкант, которому более подойдет. Вот и таким образом. Ну так что Пол Маккартни держался за этот галстук. Можно мне пожалуйста. Друзья, за этот галстук держался сам Пол Маккартни. Ну а я держусь за руку Владимира Петровича Угольника. И благодарю за прекрасное интервью. Dream I ever had before. I dreamed the whole world had all agreed to put an end to war. And the papers was all signed and a million copies made. They all joined hands and circled round and grateful prayers were made. We're dancing round and round with the swords and guns and uniforms all scattered on the ground.
before. I dreamed the whole world had all agreed to put an end to war. And when the people was all signed and settled matters, yes, man. And the people on the streets below were dancing round and round. And they all joined hands and circled round with grateful prayers for man. I just know in time, oh yeah, last night I had the strangest dream I ever had.